В связи с составлением ходатайства представителя правительства без удовлетворения, переходим к рассмотрению дела по существу, и слово для выступления предоставляется судье-докладчику Авдееву Курмантай Авдеевичу. Пожалуйста, Курмантай Авдеевич. Уважаемые судьи, уважаемые участники процесса, в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 20 марта 2018 года поступило ходатайство Мусаева Алтынбека Бакытбековича о признании подпункта Ч пункта 106 положения о прохождении службы рядовым начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, утвержденного постановлением правительства от 20 июня 2013 года за номером 360, противоречащим частям 2, 3 статьи 16, части 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики. Представленным ходатайством обращающаяся сторона аргументирует свои доводы следующим образом. Младший брат заявителя в октябре 2017 года был задержан сотрудником милиции в связи с обнаружением у него наркотического вещества. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и он был привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном размере. Учитывая, что заявитель с 15 августа 2015 года занимал должность заместителя начальника по оперативной работе органов внутренних дел Наукенского района Джалабадской области в звании подполковника милиции, в отношении него было проведено служебное расследование, по результатам которого он был уволен приказом министра внутренних дел от 27 ноября 2017 года. Основанием для увольнения послужило нормативное положение подпункта Ч пункта 106 выше указанного положения. Так, согласно данному подпункту, сотрудник увольняется со службы в запас с постановкой на воинский учет, в том числе при осуждении близких родственников сотрудника за особо тяжкие преступления, а также при признании их в судебном порядке членами организованных преступных группировок. По мнению заявителя, его увольнение было несправедливым, поскольку нарушены его права и свободы, признаваемые Конституцией Кыргызской Республики, части 2, 3 статьи 16, части 3 статьи 42. Заявитель считает, что оспариваемая норма подвергает его дискриминации по независящему от него обстоятельству в виде судимости его брата и ставит его в неравное положение по отношению с другими сотрудниками органов внутренних дел, не имеющих судимых близких родственников. Вышеуказанное положение также предусматривает необоснованное ограничение на реализацию его права на свободу труда, выбор профессии, распоряжение своими способностями к труду. Основываясь на вышеизложенном, он просит признать противоречащее Конституции Кыргызской Республики оспариваемое нормативное положение. Определением коллеги судей Конституционной палаты от 3 мая 2018 года обращение Мусаева было принято к производству. В Конституционную палату 19 июня 2018 года поступило аналогичное ходатайство Чолпонбаева Мухара Шалтаковича, представляющего интересы Дасалиева Арсланбека Сариевича о признании оспариваемого нормативного положения, противоречащим частям 5 статьи 6, частям 2, 3 статьи 16, части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики. По мнению Чолпонбаева, указанная норма устанавливает новые обязанности и ухудшает положение сотрудников органов внутренних дел, что противоречит части 5 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, согласно которой закон или иной нормативно-правовой акт, устанавливающий новые обязанности, либо отягчающие ответственности, обратной силы не имеет. Более того, оспариваемая норма, как утверждает Чолпонбаев, введена подзаконным актом, что также не соответствует части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, который устанавливает запрет на принятие подзаконных нормативно-правовых актов, ограничивающих права и свободу человека и гражданина. На основании изложенного заявитель просит признать оспариваемые нормы, противоречащие Конституции Кыргызской Республики.
Определением коллеги судей Конституционной палаты от 6 июля 2018 года ходатайство Чолпонбаева, представляющее интересы Досалиева, было принято к производству. Поскольку требования Мусаева и Чолпонбаева, представляющие интересы гражданина Досалиева, идентичны, в соответствии с требованием пункта 6 части 1 статьи 30 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, определением судьи-докладчика от 6 июля 2018 года указанные дела соединены в одно конституционное судопроизводство. Также 31 июля 2018 года в Конституционную палату поступило аналогичное ходатайство Туратова Ханбека Ташполтаевича о признании вышеуказанного нормативного положения, противоречащим частями 1 и 2 статьи 20, части 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики. Согласно материалам, заявитель Туратов являлся оперуполномоченным отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. Как следует из представленных материалов, родной брат заявителя был привлечен к уголовной ответственности за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств. В связи с чем приказом министра внутренних дел от 4 октября 2016 года Туратов был уволен из органов внутренних дел. В своем ходатайстве Туратов приводит такие же правовые доводы, указанные в двух предыдущих ходатайствах, и просит признать оспариваемую норму, противоречащей Конституции Кыргызской Республики. Определением коллеги судей Конституционной палаты от 4 сентября 2018 года ходатайство Туратова было принято к производству. В связи с тем, что требования Мусаева, Чолпонбаева, представляющие интересы Досалиева, а также Туратова, между собой связаны в соответствии с требованием пункта 6 части 1 статьи 30 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, определением судьи-докладчика от 4 сентября 2018 года указанные дела соединены в одно конституционное судопроизводство. В ходе подготовки дела к судебному заседанию в соответствии с требованием статьи 30 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики определением судьи-докладчика, обращающей стороной, были признаны Мусаев Алтынбек Бакытович, Чолпонбаев Мукар Шалтакович, представляющий интересы гражданина Досалиева Арсланбека Саревича, а также Туратов Ханбек Ташполтаевич. Стороной ответчиком правительства Кыргызской Республики в качестве иных лиц привлечены постоянный представитель президента в Конституционной палате и Генеральная прокуратура Кыргызской Республики. В целях обеспечения правильного разрешения дела проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращения и подготовкой дела к рассмотрению. Дело готово к рассмотрению Конституционной палаты. Спасибо. Курмантай Абдиевич. Уважаемые судьи, есть вопросы к Курмантаю Абдиевичу? Нет?